самом деле большой путь прошли, много изменений, много эмоций, много ошибок, много высказываний в адрес друг друга. И, конечно, это не улучшает ту ситуацию, которая есть. Тем не менее, мы подготовили вариант, который учитывает все нормы федерального законодательства и закона республики. Он согласован предварительно со специалистами Министерства образования Российской Федерации. Этот документ внесен. Неоднократно мы эту тему обсуждаем. Вчера наш министр встретился с Ольгой Юрьевной. Подтверждение есть. Значит, учебная четверть начата. Мы заявляем, что нами принято решение, что ни один преподаватель не будет уволен. Мы предпримем все необходимые меры для достаточного количества преподавателей русского языка. Для этого у нас резервы есть, наработанный план есть. И в то же время ни один учитель татарского языка в период учебного года не будет уволен. Мы отработаем, уже есть у нас дорожная карта персональная по каждой школе, значит, или переподготовка, или какие-то другие вопросы, поэтому люди должны быть спокойны, в школах должно быть спокойствие, значит, никаких противоправных, противозаконных шагов с нашей стороны не будет. Мы ждем федерального стандарта нового, где государственный язык республики будет преподаваться 2 часа в неделю. И я уверен, что эту работу мы доведем. Я также с администрацией вел переговоры по этому вопросу. Понимание тоже есть. Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы эту тему должны разрулить. В то же время я хочу обратиться в адрес прокурора республики. Много эмоций, как с той, так и с этой стороны, и татары, и русские. Вот эти национальные чувства не надо трогать. Данный вопрос, он найдет решение. И любые вот эти высказывания, они имеют тяжелые последствия. Поэтому кто бы ни был, если это не соответствует той ситуации, которая есть у нас, вы должны тоже на эти вещи очень оперативно реагировать. В целом, я думаю, что у нас понимание есть, и вот с комитетом Государственного совета, значит, и с Министерством образования Российской Федерации, администрацией. Я уверен, что в ближайшее время мы должны эту тему завершить, чтобы дальше уже в созидательном плане работать. Я очень согласен с Игорем Наваповичем. Это наша недоработка по методике преподавания, в том числе и татарского языка. Как мы видим, сегодня у нас очень большие пробелы по учебной программе русского языка. Все эти вопросы, они будут в ближайшее время наработаны, согласованы, и то же самое, значит, я считаю, что к системе образования республики никаких вопросов быть не должно. Мы должны четко соответствовать Конституции Российской Федерации, Республики, законам и нормативным актам, которые издает Министерство образования Российской Федерации. Но вот этот путь надо пройти. Если искать где-то виновного, то, что не было в федеральном стандарте государственного языка республики, оно породило вот такие шаги, когда счет родного языка, нагрузка для учеников. Все эти вопросы сегодня сбалансированы. Это могут подтвердить и специалисты, я думаю, и прокуратура подтвердит, что все эти стандарты соответствуют требованиям. Поэтому, уважаемые депутаты, сегодня я бы не хотел еще раз обсуждать важность и серьезность этой задачи. Мы все это понимаем. Значит, давайте пусть наши коллеги отработают всю эту процедуру
с Министерством образования Российской Федерации, и после этого мы в окончательной форме доложим парламенту о производной